Витаю вас, друзья. Так, сегодня 18 мая 2024 года, 19 часов 1 минута по Берлину, 20 часов 1 минута по городу Джохару. Сегодня у нас очередной стрим на платформе открытого диалога Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Политический обзор ситуации на Кавказе и в мире на русском языке. Друзья, я вас всех приветствую. Сейчас к нам подключится Аят Эдигов, и мы сможем продолжить наш стрим. Вы можете задавать ему вопросы, в чате у нас, и зайти в Телеграм. И в Телеграме у нас идет стрим, где вы лично сами сможете задать вопросы Аяду Эдигову и другим представителям чеченской власти. Вы примут участие в сегодняшнем нашем стриме. Итак, ждем Аяда. А пока, друзья, вы можете... я не знаю, что у нас тут происходит, почему я не вижу. Все, вот вижу теперь комментарии. Питер Вольф, алейкум, приветствую вас, Питер Вольф. Муса, Машвойль, дай бог, Шевига, Машвойль. Так, друзья, витаю, слава Ичкерии, витаю вас, Максим, героям слава. Звук плохой, да? Ну, я не знаю, с чем это связано. Плохой он фонит, да? Или в чем причина? Может, из-за того, что я подхожу близко, отхожу? С этим это связано? Не знаю. Литва приветствует, слава ЗСУ. Героям слава. Кетукас, Литва, витаю вас. Ассаламу алейкум, свободные, и все будет Ичкерия. Шамиль, алейк салам. Так, Алла нам вошла. Алла тоже вас приветствует. Здравствуйте. Алла, пока Аяда нет, вы с Мусой могли бы начать наш сегодняшний стрим, политический обзор ситуации на Кавказе и в мире. Если изволите. Я пока не готова. Не готова. Ну, сейчас Аят подойдет, ничего страшного. Муса, может, вы хотите что-то сказать? Пока нет. Все, тогда я буду заполнять паузу. Ждем Аяда. Питер Вольф, скажите за звук. Как сейчас звук? Нормально? Нормально. Мне нормально. Мне тоже хороший звук. Ну, вы меня видите в этом, просто в Телеграме, а в YouTube просто иногда фонит, шипит, кряхтит. Нет, все чисто. Чисто, ну все тогда. Слава Богу, спасибо. Так, друзья, давайте мы не будем просто молчать, сидеть. Вы можете задавать вопросы, я постараюсь на них тогда ответить. Звук нормальный, говорит Шамиль, отлично. Салам алейкум, звук какой-то приглушенный, говорит человек. Алейкум салам. Ясно. Когда ваши мечты будут сильнее ваших страхов, они начнут сбываться. Запостил сегодня Аят Эдигов. Еще раз, кто не услышал. Когда ваши мечты будут сильнее ваших страхов, они начнут сбываться. Да, могла, чтоб так и получилось. Да. Так, Лизу приветствую. Всех приветствую.
Я хочу просто поделиться. Ну, так, вчера прочитала, Пожалуйста. потому что якобы Даудов, это известный сейчас всем в Чечне, своей жестокостью, правая рука Кадырова, Дауда. якобы Даудов. В общем, его центр Москва забрали и якобы назначили в главе Ингушетии. Ну, это Что фейк. вы по этому поводу скажете? Это фейк, Алла. Мне кажется, это фейк. Это, знаете, позавчера был стрим, и на этом стриме я начал говорить, что его в Москву перевели. И они начали забрасывать информацию, что его назначили главой Ингушетии. Не думаю, что это соответствует действительности. А как вы думаете, Алла, его сняли или повысили, или перевели? Как вы считаете? Если Москва забрала, то, наверное, повысили, я так думаю. Ну, а мы же не знаем, забрали его или нет. Это только предположение. Да, некоторые делают выводы по поводу его грустного состояния, когда он последний парламент. И что это как бы является аргументом в пользу того, что у него все плохо. Я считаю, что они такие актеры, что они любят вот так вводить людей в заблуждение. Ну, посмотрим. А куда им бежать? Куда их пустят? Они уже запатентованные преступники. Россия большая. Ну да, Россия это большая. Ну, точно мне не кажется, что это какие-то репрессии в отношении что Патрушева, что в отношении Даудова. Даудов, я считаю, это человек Патрушева, его креатива. Патрушевский сынок стал вице-премьером, или, да, по-моему, вице-премьером. Позиции укрепляются, и, не знаю, какой хитрый ход был. Как положение в Харьков? Вроде там выступление, и выступление российского не устроилось. Потом вроде бы там много погибших россиян. Где? В Украине? Под Харьковом? Харьков, да, Украина. Атаку сделали и не откинули километров 10. Русские, да? Штурмуют. Ну, у нас, говорят, с звуком проблемы. Друзья, может быть, я не знаю, с чем это связано. Я не знаю. Как вам это сейчас? Может, потому что телефоны рядом у меня, поэтому не пишут, что с звуком. С микрофоном. Ну, микрофон у меня то, что есть вот в телефоне, который встроенный. А вроде все было нормально. Ну, у меня раньше было, когда они мне сбивают настройки, когда заходят и сбивают настройки, что звук они мне собьют, что еще что-то они делают. Может, с этим связано? Сейчас тоже плохой звук, да? Напишите, пожалуйста. Мне хорошо слышно. Ну, мы да, но я имею в виду через YouTube то, что мы видим, это на другом телефоне. В YouTube я вещаю с другого телефона. Так.
Надо Аяду, наверное, позвонить. Когда вы двигаетесь, начинает шуметь. Окей. Буду двигаться. Алло. Аят. Алло. Алло. Аят, что хотел? Наверное, я его сбил. Когда идет настройка через телефон, кто-то позвонит, бывает сбои. Наверное, я только что сделал. Видимо, что-то там настраивал, было слышно. Я молчу. Умберто, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Так, Аслан, хочу сказать одну пословицу чеченскую. Меч убьет одного, слово убьет тысячи. Это говорит о том, что неважно, сколько человеку лет. Образовываться надо всю жизнь и заставлять своих детей. Да, это абсолютно с тобой согласен. Так, во-первых, здравствуйте. Во-вторых, скажите, пожалуйста, Ичкерия возродится или нет? Во-первых, здравствуйте. Ичкерия, конечно же, деоккупируется. Да. Знаю, что вы в это вкладываете. Деоккупируется, да. То, что думаю об тиктокере, вы можете посмотреть мои другие стримы или же потом послушать Аяда Идигова сегодня. Вы можете ему задать вопрос. Не будем больше углубляться в этот вопрос. Мир вам, Умберто. И вам мир, Умберто. И вам желательно весь вам. Так, привет, фашист, говорит. Это ты мне, любимая? Это у него ник такой, любимый. Ясно. Ну ладно. Так. Хотя еще раз отправлю ссылку Аяду. Вот что-то. Ладно, сейчас я давайте. Я хочу ответить тоже. Ичкерия была, есть и будет очень и будет очень хорошее будущее. Эх, Эд, твои уста да Богу уши, как говорится. Дай Бог. Алейкум салам. Как вы можете выступать за Украину, когда весь ваш народ на другой стороне конфликта, говорит, пакость. Ну, ты прям пакость, я тебе скажу. Маш Вовера санацию. Саму валейкум салам. Маш Вовер. Ваш народность на другой стороне конфликта. Кстати, не ответил на этот вопрос, пока все равно есть время. Отвечу на этот вопрос. Наш народ не российский, наш народ чеченский. Он за Украину. Ассаламу алейкум, Аят Машвой. Marshall, er had zijn het zoals
Звук Интернет ясно. что-то барахлит, что ли. Ля, он сагатеш. Что Не никак. слышно. Слышно нормально? Не слышно. Звука нет. Сейчас я тапану постараюсь. Нет звука. Так, надо попробовать, да, потому что здесь. Так. Мы слышим. Я не слышал. Я не... А как вы слышали, если я не слышал? Как такое возможно? Интересно. Мы не в Телеграме, вот все, кто у нас включен в Телеграм, ни я не слышали, а это. Как вы в Ютубе услышали, значит, какие-то там вещи. Ассаламу алейкум из Узбекистана, Бухара Жандар Азлебек. Ва алейкум ассалам, Узбекистан. Приветствую. Он сказал, что интернет. Вот. Спасибо, Олег. Статус Ичкерии не обсуждаем. Статус уже есть. Суверенная, навеки вечная Чеченская республика Ичкерия. Да, Шамсат? Именно так сказал наш первый президент. Так, Аят заходит. Ждем. Хозяинцы. Аят, они говорят, зрители говорят, что они слышат. Я тебя не слышу. Они говорят, что слышат. Да. Видимо, здесь что-то барахлит, я же не смог. Вообще войти не мог, потом улица. Смотрю, как, что это может быть. Не слышите? Ага. А если, допустим, через YouTube? Напишите, пожалуйста, кто в YouTube у нас, слышно Аяда или нет. Слышим обоих, говорит. Странно, а как тогда мне общаться, если я не слышу Аяда? Вот ты мне прислал... У нас в США есть очень образованные чеченцы, в США действительно увлекаетесь в общественной работе. Аят Сахесуна. Скажи. Давай я тогда тоже, наверное, выйду. Может, у меня проблемы. Потому что со звуком у нас вначале были проблемы. Давай я сейчас выйду, Аят, и потом снова постараюсь. Давай. Друзья, те, кто сейчас у нас в YouTube, вы потом заходите, я сделаю другую ссылку.